зерна, и фураж, и патока, и солома. Все это можно назвать одним словом – монокорм. Затем, что и когда едят рогатые, Ленар Латыпов следит внимательно. Говорит, это и есть главный залог качества. Эта ферма появилась в Высокогорском районе в 2010 году. Сейчас здесь 250 голов скота, 130 из них дают молоко. На голом поле организовали, из ничего, можно сказать, благодаря субсидиям, дотациям. Начиналось все с 28 голов, вспоминает Ленар. Ферма росла, появлялись помещения, оборудование. Ближе к работе предприниматель построил свой дом, чтобы, не отрываясь, следить за телятами. Кстати, для них недавно подвезли автопоилку. Может кормить 40 телят. Здесь вот автоматически подается смесь. Мы сюда загружаем один мешок. Здесь внизу там бойлер стоит. Воду сам до 42 градусов нагревает. Сейчас на этой ферме работают 5 человек. Ленар, его жена, сын и еще 2 односельчан. За день получают 2 тонны молока. Чтобы работать эффективнее, решили создать кооператив еще с 2 семьями. Получилось разделение труда. Одни растят скот, другие получают и перерабатывают молоко, третьи его продают. Но молоко дешевеет, прибыль едва покрывает расходы. На текущие проблемы хватает, а вот именно на стратегические, на развитие вот чуть-чуть не хватает. Надеемся на поддержку государства, на развитие, может, программы какие. Но на месте стоять не собираются. Уже в этом году предприниматель планирует завести на ферму коров венгерской породы. Надой у них в 2-3 раза выше. Надеется, что они и новый доильный аппарат принесут, наконец, долгожданную прибыль на дальнейшее развитие сельского бизнеса. Сергей Хайдаров, Айзат Шаймарданов, Александр Вольнов, ТНВ, Высокогорский район.